Вы смотрите «Актуальное интервью». Меня зовут Петр Васильев. Здравствуйте. На территории Якутска наблюдается рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обусловленный развитием технических возможностей, сопровождающийся постоянным внедрением новых способов их совершения и возможностей сокрытия. О том, как обезопасить себя от действий телефонных мошенников, мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии Алексей Харжиков, прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов прокуратуры Республики Саха-Якутия, советник юстиции. Алексей Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала вот о чем. Каково количество этих самых совершаемых преступлений сейчас и каковы тенденции? Уменьшаются, увеличиваются подобные преступления? За 9 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 3000 преступлений таких. По сравнению с прошлым годом, к сожалению, зарегистрирован рост 15,8%. И данная тенденция характерна для всей Российской Федерации. То есть мы не отстаем от общероссийских тенденций? Ну, у нас чуть ниже ситуация, чуть лучше ситуация. Возможно, в том числе благодаря вам, что профилактика идет. А вот если говорить о том, кто сегодня чаще всего становится жертвой мошенников, раньше же это были пожилые в основном люди рабочих профессий, условно говоря, с достатком выше среднего. Кто сейчас попадается на удочку? Сейчас у нас средний возраст, это средние также остаются средние граждане среднего возраста. 35-40. Да, среднего возраста, работоспособные, трудоспособные, у которых есть постоянный источник дохода. В то же время у нас появляются и пенсионеры попадают. То есть никто не застрахован от данного вида преступлений. То есть пенсионеры никуда из этой статистики не исчезли? Чуть снизились, но не исчезли. Если говорим мы сегодня о том, что постоянно информационно-телекоммуникационные технологии совершенствуются, новые методы борьбы новые методы обмана мошенники придумывают, мы придумываем новые методы борьбы в свою очередь вместе с ними, все-таки каковы сегодня эти самые схемы мошенничества? Ну, популярные схемы остаются также основные. 3. Это получается у нас звонок сотрудников контролирующих либо правоохранительных органов. И дальнейшая схема уже, получается, запугивает тем, что граждане совершили какое-то противоправное деяние, финансирование незаконных вооруженных формирований. И после этого граждане уже пугаются и начинают действовать по диктовку. И второй у нас способ – это инвестиции. То есть тоже, получается, граждане пытаются заработать, но это понятное стремление каждого гражданина получить доход. И вот на эту легкую наживку они пытаются получить какое-то время. Граждане занимают кредиты, у родственников занимают, у нас такие факты были. И эти деньги вкладывают. Это продолжается довольно-таки длительное время, бывает, что месяцами потихоньку и доходит до внушительных сумм. Вот недавно у нас, получается, студенты, порядка 6 граждан, по очереди вкладывали. Общая сумма ущерба получилась 2,5 миллиона рублей. То есть сначала один человек вложился, потом его убедили, чтобы он позвал друга своего в это же в инвестиции вложить. И вот так по цепочке 6 человек, максимально один их родственник перевел 1,5 миллиона преступникам. 1,5 миллиона рублей? 1,5 миллиона рублей. За один раз? Да, но там получается еще, видите, они же изощренно действуют. То есть они позволяют какую-то часть денежных средств вернуть обратно. То есть человек думает, что он работает с какой-то лицензированной организацией. Это получается и приложение установлено, есть официальный сайт. То есть эта обстановка-то обставляется очень красиво. И люди думают, что они могут вывести эти денежные средства. То есть если они туда заводят определенную сумму 100 000 рублей для начала, им позволяют 10% из них вывести. Показать, что это рабочая ситуация, что вы можете получить инвестиционный доход свой. То есть, общаясь с мошенником, потерпевший, пострадавший, он не просто сразу автоматически переводит условные 100 000 рублей для инвестиций, но еще с них получает обратно 10 000. Какую-то часть он получает обратно, показать, что эти денежные средства возможны для получения. У них устанавливается приложение, они видят, что у них там определенный рост, график кривая роста идет, получается, доходности. Они думают, что они получают сигналы от трейдеров о том, что высокодоходные получаются. И думают, что они просто с этих сумм будут платить проценты. Алексей Георгиевич, а вот с точки зрения закона нельзя как-то урегулировать деятельность вот этих всех онлайн инвестиционных площадок? Но я понимаю, там Мосбиржа, вкладывать в акции, но когда какие-то криптоистории с условным заработком за сутки, это же явный обман. Да. Но законодательство совершенствуется. У нас в этом году тоже по кредитным организациям с полугодия вступило законодательство, что сомнительные переводы, они должны блокироваться. Кредитные организации несут, банковские организации несут определенные риски в случае, если они не заблокируют сомнительные переводы, они должны будут возместить эти переводы. Но дело в том, что у нас
сейчас же, получается, есть смартфоны, официальные приложения в смартфонах. И условный человек, система думает, что человек пополняет свою карту. То есть, получается, под диктовку мошенников человек ставит на свое приложение официальное, которое он скачал, загружает в нее карту преступника банковского. И автомат, банковский терминал, думает, что человек, находясь в Якутске, пополняет свою банковскую карту. И потом этот же человек, получается, находясь в другом регионе, снимает свои карты. И то есть это проходит мимо этой системы. И значительная часть преступлений совершается так. Кроме того, у нас вот последние есть такие преступления, где звонят людям, они же готовятся к этим преступлениям, они звонят пенсионеру, например, пенсионер в течение месяца получил пенсию. Ему звонят и говорят, вот вы, к сожалению, неправильно вам рассчитали пенсию, вам нужно будет явиться для того, чтобы написать заявление в пенсионный фонд. Вот завтра вы можете появиться? Он говорит, да, я могу завтра подойти. Он говорит, хорошо, мы ставим вас в электронную очередь. А для подтверждения очереди, пожалуйста, продиктуйте нам смс-сообщение. Пароль с госуслуг. Пароль с госуслуг. И, соответственно, должны понимать, что не надо ни в коем случае никакие коды никому диктовать. В СМС-сообщении что же приходит? Этот код никому не передавайте. И поскольку они готовятся, они на каждого человека подходит свой ключ. Если, например, закрываются у нас сейчас банки, тоже перекупаются, да, они тоже говорят, вот для закрытия счета мы вас тоже поставим в очередь, подойдите, вот СМС-код продиктуйте, чтобы завтра без очереди подойти сразу. Ну вот если с тем, что, так скажем, граждане ведутся на удочки якобы от звонков силовых структур, это мне понятно. То есть там работает фактор страха, вот это психологическое давление. Почему так часто все-таки срабатывает именно вот эти вот всякие постановки на электронный учет, очереди, перерасчет пенсии? С чем это связано? Инвестиции те же не выходят из популярности? Это удобство человека. Это же понятно, что если человек всегда получает то, что ему не доплатили, то, что есть возможность получить доход. Вот как в случае с пенсиями, что вам сделали неправильный расчет пенсии, вы должны получать больше. Приятно же человеку. Человек сразу, конечно, он хочет, идет навстречу. Он не ожидает такого. По инвестициям то же самое. Кто-то же становится богатым. Почему не я, наверное, люди так думают. Это психология человека. У нас же, помните, в 90-е годы была такая одна большая фирма, которая тоже всю страну же акции продавала. Помните? Вот. Сейчас просто выросло новое поколение, которое не помнит, молодые ребята. Я, если честно, не знаю ни одного человека в своем близком окружении, который разбогател действительно на инвестициях, зато знаю много, кто потерял вот на таких вот инвестициях от мошенников. Алексей Георгиевич, ну, несмотря на то, что активно сегодня идет различная информационная кампания по борьбе с мошенниками, случаи это, ну, снижаются очень незначительно. В чем, так скажем, опережают нас мошенники на один шаг? Почему не удается сбить статистику? Ну, это же, видите, статистика, это учет только мы ведем людей, которые попались. Да, то есть, но мы не ведем, к сожалению, у нас нет возможности вести учет людей, которые профилактика сработала, которые просто положили трубку, которые не повелись на уловки преступников. Поэтому это однобокая статистика. Ну, понятно, что если бы профилактических мероприятий не было, ситуация была бы еще хуже. Да. Еще хуже. Согласен абсолютно. Поэтому, ну, какие меры еще, вот это я к чему веду, какие меры сегодня еще принимаются помимо профилактики? Профилактика – это основное. Да, у нас расследуются преступления, у нас есть определенные скромные, но у нас есть результаты. Мы, получается, правоохранительные органы у нас привлекли организованные преступные сообщества, которые этим занимались. Там целый ОПГ? Да, это один человек это не сможет сделать. Там есть люди, которые, получается, дают свои банковские карты, которые ходят, снимают эти, обналичивают банковские карты. Есть люди, которые занимаются непосредственно работой с потерпевшими. Очень много там, да, это структурированная, иерархированная организация, организованное преступное сообщество. Самое главное, деньги удается возвращать? У нас есть факты, где мы возвращаем деньги. Они единичные, их не так много, поскольку, как правило, потерпевшие обращаются через месяц. То есть они какое-то длительное время продолжают верить, надеяться о том, что это инвестиция, либо это то, что специальная операция. И поэтому деньги уже к моменту, когда человек понимает, что совершено преступление и приходит в полицию, деньги, конечно же, сняты со счетов. Мы находим и блокируем эти банковские карты сразу же автоматически. Они заходят в черные списки банков, эти владельцы этих карт. Ну, это уже поздно.
Мгм. Алексей Георгиевич, вы сказали о том, что сегодня законодательство совершенствуется, регулируется хотя бы в отношении вот этих всех криптоинвесторов, работы банков с населением в части срочных кредитов выдачи. Это как-то влияет на вот общую картину борьбы с кибермошенничеством? Да, повторюсь, мы считаем, что если бы эти мероприятия не проводились, рост преступлений был бы более чем значительный. Сама вообще кривая преступности сходит от того, что, как правило, уличная преступность в общественных местах идет вниз за счет того, что найдена новая ниша преступлений в киберпространстве. И если вы смотрите передачи, вы же видите, что сейчас ситуация, возможно, будет становиться еще сложнее, потому что дипфейки есть, еще технологии, новые технологии. И, конечно же, эти новые технологии берутся на вооружение преступниками. Какое-то определенное время занимает, чтобы правоохранительные органы поняли, что новый вид преступлений пошел, и начали реагировать. А на раскрываемость? Это, я думаю, тоже же влияет все-таки совершенствование законодательства? Да, конечно, и раскрываемость преступлений у нас есть определенные положительные моменты. Это не может не радовать. Алексей Георгиевич, что делать, если в отношении кого-то совершены вот подобные мошеннические действия? Куда обращаться в первую очередь? Конечно, необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы, в полицию, в органы внутренних дел. Необходимо сразу идти в банковское учреждение, блокировать переводы, ставить в известность работников кредитных учреждений, что в отношении них, граждан, клиентов, совершено преступление, и просить какие-то там реструктуризировать долги, если это был кредиты. Определенный порядок действий есть. То есть от кредита, который можно сделать под давлением мошенников, тоже можно, так скажем, избавиться? У нас есть единичные факты на территории республики, и по России мы тоже отслеживаем эту ситуацию, что, да, в нескольких случаях у нас, это, конечно, решение судов первой инстанции, первой, второй инстанции, там еще длительная процедура будет. Но у нас и прокуратура, мы пытаемся помочь таким гражданам, особенно те, которые входят в определенную категорию у нас, по которой мы имеем право предъявлять иски, мы за них боремся. Алексей Георгиевич, ну что ж, хочется, чтобы здесь справедливость была на стороне тех, кто, как говорится, действует с чистыми помыслами. Хочется, чтобы как можно меньше граждан попадались на подобные уловки. Я уверен, что вместе с совершенствованием законодательства эта картина у нас все-таки сдвинется в лучшую сторону. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Вы смотрели актуальное интервью. До встречи.